Знаковое событие в культурной жизни крымских татар. На полуострове презентуют книгу «Бахчисарай» Тамырлар Хайол. Ее автор, молодой коллекционер Абдульвахаб Сейдхалилов, проделал колоссальную работу. Книга даст возможность читателю окунуться в атмосферу Бахчисарая начала 20 века. Этнокомплекс «В гостях у крымских татар» полон гостей. Здесь вот-вот начнется презентация артбука «Бахчисарай Тамырлар Хайол». Ее автор – 21-летний Абдульвахаб Сейдхалилов, коллекционер, собирающий по всему миру уникальные предметы декоративно-прикладного искусства крымских татар. Наверное, уже с лет 15 я стал заниматься больше этнографией, собирать в первую очередь сведения различные, общаться со стариками. Они тоже были из Бахчисарая, и очень много интересных рассказов я слышал как раз их уст. Также вот с 15 лет я начал заниматься как раз и коллекционированием. Первые вещи в моей коллекции – это предметы семейной реликвии, так скажем. Работа над артбуком длилась 2 года. На ее создание Абдульвахаба Сейдхалилова вдохновили картины художницы Нины Жаба, проживавшей в столице крымских ханов в начале 20 века. Каждая открытка из коллекции Абдульвахаба ожила. Интерьер, костюмы, аксессуары отражали Крым того периода и почти полностью соответствовали работам Жаба. Книга написана на 4 языках – крымско-татарском, русском, украинском и английском. Керчектен кетирген вакытында бир 15-20 табак бир метин эди. Biz onu koştuk ve daha bir kitap aslında Bахчисарай Nina Jaba'nın közlerinden olacak idi. Lakin kitapni kenişlettik, metinlerini bunun derecesini kenişletip ve böyle tamırlarga yol oldu. Men pek kuvanam. Abdülvahab gibi gençlerimiz mesela başka bir ne bileyim gece klublarına ya da bir kafe restoranlarga yolunu değil de tamırlarga yolunu kıdıra. Ve o yolda o pek doğru bir yolda gitti ve ben şu yolda onu rast getirgenime pek kuvanam. Я работала с большим энтузиазмом. Основная цель, которую я преследовала, это было сделать так, чтобы при прочтении иностранный читатель, который воспитывался в другой культуре, он мог воспринять образ крымских татар именно таким, которым хотел показать его Абдульвахаб. Дизайнер Муксум Шерфединова постаралась сделать альбом максимально комфортным и интересным для читателя. Структурировали текст, он не монотонный, он сложно-структурный, и сделали максимально все, чтобы читателю было интересно и любопытно его листать, чтобы развороты у книги были, имели многообразие в восприятии. Презентация книги, организованная студией Хараденис Продакшн, сопровождалась концертной программой. Здесь звучали песни в исполнении сестер Зеры и Урьяни Кинжикаевых, Эмине Джевдетовой, Фатмы Джаппар, а Майя Анафиева и ансамбль Йылдызлар подготовили яркие танцевальные номера. Kaladı mezarlarımız yabancı halaklara. Ağlap kaldı deniz, zayak etti koylarımız. Yalnız kaldı vatanımız. Aman söyle anam, ah söyle babalam. Geçin yazlarınız öyle kara. Увидеть презентацию можно было в любом уголке земного шара. Студия Хараденис Продакшн вела прямую трансляцию мероприятия. Когда я познакомилась с Абдульвахабом, пообщалась с ним, и когда я увидела содержание книги, конечно, у меня был восторг. Я была немножко даже шокирована, такими, знаете, амплитудными вещами. С одной стороны, это зрелый труд,
такой вот издать такую книгу на таком уровне. И с другой стороны, это его совсем, ну, просто юный возраст. И оно настолько даже где-то, может быть, не сходилось, но в этом была уникальность. То есть я считаю, что это просто для нашего народа это такое открытие, это находка. Это такой неоспоримый, огромнейший вклад в культуру нашего народа, где в книге проведена огромная исследовательская, историческая, да, часть, содержательная, в плане иллюстрирования с такого очень серьезного подхода, как коллекционера, просто уникальное сочетание. Вот, но он, конечно, достойный пример для молодого, прежде всего, поколения. Автор артбука Абдульвахаб Сейдхалилов стал настоящим открытием для многих гостей презентации. Когда у него возникла идея написать эту книгу, он мне позвонил и спросил, кто бы мог написать эту книгу. А я ему сказал, пиши сам, ты обязан написать сам. И у него получилось и написать. Это такое популярное, хорошо иллюстрированное издание на этнографическую тему, очень хорошее. Я узнала, что он медик, и еще, пожалуйста, он еще и занялся вот этим вот поисками истины самой необходимой для своего народа. То, что это сохранилось, то, что он собирал, и то, что он последовательно, основательно сделал свою работу от всей души искренне и достойно, грамотно, понимаете? Это такой подарок своему народу. Я возбужденно говорю, потому что впечатления очень самые сильные. Мало кто это знает, потому что этот проект сделать ему тяжело было. Но он это осилил, и он самостоятельно это все сделал. Это очень трудоемко. Я рад, что вышла эта книга, которая знакомит с историей, культурой, этнографией крымских татар. То, что он захотел передать изображенные на акварелях Нины Жаба сценки быта, причем с очень высокой детализацией, это как бы, ну очень похвально. Сколько для этого было вложено сил, финансов, усилий, можно догадываться. Но то, что в результате, благодаря современным технологиям, фотографии, это было передано в таком красивом, иллюстрированном формате, я думаю, это очень большой плюс. Elbette salmaklı kitap da içinde tek bir resimlerini gördüm, okumadım da. Көп kişiler aytты, bek salmaklı, yaxşı kitap dep, tariximizde kalacak. Elbette men bek gurgurlandırdı, kuvandırdı. Bu kitabın yazgan 21 yaşında bala. Великому счастью видна вот эта связь времен и поколений. Молодой парень взялся увлекаясь историей своего народа, взялся за то, чтобы собирать образы, картины, утварь, посуду, ну и все то, что в веках принадлежало этому народу и этой земле. Мы коренной народ Крыма. Абдульвахаб Сейдхалилов в 21 год смог стать ярким примером для молодежи, вдохновляя других на создание проектов, направленных на возрождение и развитие культуры своего народа. После прочтения этой книги мы получим много знаний о своем народе, о истории. А во вторую очередь, так как он очень молодой, это стимул стремиться, брать пример. Сам Абдульвахаб Сейдхалилов признается, такой реакции на свою первую работу он не ожидал. Во-первых, я благодарен всем, кто пришел сегодня на данное мероприятие, посвященное презентации книги Бахчисарай Тамырлар Гайол. Все было представлено на высшем уровне. Мне все очень понравилось. Я очень рад, что это заинтересовало многих людей. Сейчас коллекционер работает над более масштабным проектом. Он хочет открыть культурно-этнографический центр в крымской столице. Есть в планах создание культурно-этнографического центра в Симферополе, где будет представлено и декоративно-прикладное искусство, и возрождение народных ремесел, и многое другое.